27 декабря средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,84 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2008 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,8404 до 10,11 сомони, 1 российский рубль от 0,1470 до 0,1495 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают повышенного спроса на этот вид сырья после новостей из Китая и США. Цена на нефть марки Brent растет на 0,62% и составляет $85.02 за баррель. Марки ВТИ $80.06 за баррель. Стоимость золота во вторник утром растет примерно на 0,5% и составляет $1812.85 за тройскую унцию. Золото подорожало, торгуют свыше $1800 за унцию, так как Китай отменил еще больше мер контроля за ковидом, что оказало давление на доллар, отмечает агентство Bloomberg. Правительство Таджикистана направляет на пополнение уставного капитала ОАО «Рагунская ГЭС» 150 миллионов сомони, это около $15 миллионов. Постановлением правительства 13 декабря этого года, опубликованным на портале правовой информации Минюста, поручается Минфину выделить эти средства Стабилизационного фонда развития экономики. С учетом выделения дополнительных средств урегулировать план финансирования открытого акционерного общества «Рагунская ГЭС» в республиканском бюджете на 2022 год, говорится в документе. ОАО «Рагунская ГЭС» обязуется обеспечить своевременное и целевое использование выделенных средств и предоставить Минфину отчет о произведенных затратах. Ранее правительство своим постановлением от 11 ноября этого года поручило пополнить уставной капитал ОАО «Рагунская ГЭС» за счет средств вышеуказанного фонда на 200 миллионов сомони, это около $20 миллионов. Стабилизационный фонд развития экономики в соответствии со статьей 16 Закона о госбюджете Республики Таджикистан на 2022 год пополняется за счет перевыполнения доходной части местных и республиканских бюджетов. Средства этого фонда прежде всего направляются для развития топливо-энергетической отрасли, обеспечения продовольственной безопасности в республике, развития социальных секторов и своевременного обеспечения обслуживания государственного внешнего долга. Россия обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана на фоне увеличения потребления ими этого вида топлива. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана и Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление, сказал он. В дальнейшем перспективе Россия может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана, сообщил вице-премьер. Если говорить о более глубокой перспективе, то этот экспорт газа в Афганистан, Пакистан либо с использованием инфраструктурных проектов в Средней Азии, либо с ФОПом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей, отметил Новак. Ранее Новак сообщил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа и уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. По его словам, на первом этапе речь может идти о поставках 5 миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубометров газа. Этот вопрос, в частности, обсуждался на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в начале ноября. По словам Новака, поставки газа из Российской Федерации в Китай могут составить 100 миллиардов кубометров в год. Также Российская Федерация может нарастить их через Турцию. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский предложил создать единую базу биржевой информации в СНГ. С таким выступлением он выступил во время заседания Комитета по товарным рынкам при Международной ассоциации бирж стран Содружества независимых государств, которая состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба БУТБ. По мнению Александра Осмоловского, процессы деглобализации и регионализации продолжают оказывать ощутимое влияние на развитие биржевых товарных рынков во всем мире, в том числе способствуя расширению информационного разрыва между странами Запада и СНГ.
В этих условиях насущной задачей для бирж Содружества становится формирование собственных ценовых ориентиров, которые будут служить основой для принятия взвешенных решений и выработки оптимальной ценовой политики участниками биржевых торгов. Он также отметил, что определенные практические шаги по созданию единой межбиржевой базы данных уже делаются совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Турция станет энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 26 декабря на пресс-конференции после заседания правительства, передает агентство Анадолу. Поводом для такого заявления стало обнаружение буровым судном «Фатих» запасов природного газа в 58 миллиардов кубометров на месторождении Чайкума-1, которое находится на глубине 3023 метра. Стоимость найденного газа оценивается в $1 триллион. По словам Эрдогана, ежедневная добыча нефти в Турции на сегодняшний день достигла 80 тысяч баррелей. В следующем году эту цифру планируется довести до 100 тысяч баррелей. Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Мы соединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Чанаккале, но и энергетическими мостами, заявил Эрдоган. Он отметил, что для этого у Турции достаточно средств. Наша конечная цель – провозгласить энергетическую независимость Турции, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа, подчеркнул турецкий лидер.